С вами народная артистка Республики Башкортостан Айсулу Генединова и артист ансамбля Гаскарова Ильнур Аюпов. Сейчас мы разберем отрывок из танца постановки Файзи Гаскарова «Зарифа». Он был поставлен в 1939 году. И вот уже на протяжении 80 лет этот номер является визитной карточкой коллектива. Файзи Адгамович перенял свои движения из быта того времени и преобразил все потом в своих танцах. Один из элементов движения придение пряжи с веретеном ноги исполняют башкирскую дробь. Раз и два и три, четыре, раз и два, раз и два и три, четыре, раз и два. Следующее движение – наматывание пряжи в клубок. Следующее движение – это накидывание пряжи через ногу. Исходное положение. Шаг первый, два накинули, ведем, три, четыре, раз, два, три, приставной шаг, три, четыре. Ноги на демиплие продолжают башкирскую дробь. И дальше продолжаем процесс рукоделия, вышивания. Раз и два и три, четыре, раз и два. Раз и два и три, четыре, раз и два. Следующее движение. Наш как бы готовый платок. Мы показываем, что мы сделали. Раз и два и три, четыре. Раз и два и три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И завершающее движение – это выжимание и полоскание. Раз и два и три, четыре, раз и два и три, четыре, раз и два, три, четыре, раз и два и три, четыре, раз и два и три, четыре, раз и два, раз и два и три, четыре, раз и два. Основные силовые нагрузки в женских башкирских танцах – это руки. Наши руки всегда отличались пластичностью, мягкостью и гибкостью. В этот момент все мужские движения направлены на поддержку и внимание партнерши. В данном случае мы поддерживаем партнершу хлопками. А сейчас я добиваюсь внимания и заигрываю с партнершей, исполняя галоп. Одна из особенностей танца Зарифа в том, что партнер на протяжении всего номера не касается партнерши рукой. И лишь платок является своеобразным проводником между молодым человеком и девушкой. Башкирский переменный ход является одним из основных движений в танце. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Очень важно, исполняя переменный ход, не переходить на бегунок. Также башкирский переменный ход может исполняться через проходящее положение кудапье. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Танцуйте с нами. Изучайте башкирский танец. И ждем вас на наших концертах. С огромным удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Урмановы Талгат Фатхуддинович и Эльза Абдуловна. Артисты, которые работали Файзи Адгамчем Гаскаровым.
Здравствуйте, Эльза Абдуловна и Талгат Фатхудинович. Очень приятно видеть вас сегодня у нас в гостях, хоть и на расстоянии. Конечно, это уникальная возможность, и вы оба уникальные люди, потому что работали когда-то с самим Файзят Гамовичем Гаскаровым. Хотелось бы узнать, как начиналась вся эта история, как все происходило именно тогда в коллективе, в ансамбле. Вы знаете, я благодарна вам, что вы никогда не забываете такого великого человека, как Гаскаров. Гаскаров действительно для Башкирии сделал очень много. Вот нигде так не танцует, как Башкирия. Вот вы видите, везде, где бы ни было праздник, всегда танец. Это, конечно, заслуга Файзата Гамовича и нашего ансамбля. И мы очень благодарны судьбе, что мы были с Гаскаровым. Именно он нас воспитывал. Он уникальный человек. И вот именно, что вот нас сблизило Файзат Гамовичем, вот это вот творчество, умение слушать его. Вот он как-то, вот понимаете, ненавязчиво, но он упорно и очень требовательно требовал от нас танцоров. И сделал из нас великих танцоров, знаменитых танцоров. И все эти танцы, вот посмотрите, 7 девушек. Мы, где бы в какой бы стране не были, а Москва это не обходился дворец съездов без 7 девушек и проказниц, и Гульназиры. Но в основном, конечно, 7 девушек. И мне посчастливилось именно поступить в ансамбль, быть с 7 девушками и до конца танцевать этот танец. Вы понимаете, со сколькими поколениями еще танцевала 7 девушек до ухода на пенсию. Это, конечно, большая заслуга именно Файзата Гамовича. И мы очень рады, что вы никогда и ансамбль не забывают именно великого человека. Талгат Фатхудинович, вы, по-моему, достаточно в юном и очень раннем возрасте попали, так скажем, в руки к Файзату Гамовичу. Как начиналась ваша история? Как вы попали в коллектив и в Уфу? Я работал на заводе. Ремесленное училище закончил. И вот меня, значит, танцевал я в самодеятельности. И пригласили меня, посмотрели, и, конечно, включили в себя в ансамбль. Это было 50-е годы. 50-е годы. Вот там я и работал, до как говорится, до своего времени еще нахожусь. В конце концов, я стал уже, мы заслуженные артисты стали. Но я говорю о Гаскарове, Файзате Гамовиче. Файзат Гамович – это великий балетмейстер. Вы понимаете, когда Моисеев гремел по всему миру, и Файзат Гамович тоже не хуже был Моисеева, они были дружили тоже. Но мы счастливы, я счастлив, что Файзат Гамовичу я попал. Приняли меня, он сам принял, посмотрел на меня и обогатил меня танцами, дай Бог. Если о танцах говорить, танцы, конечно, потрясающие танцы танцевали. 3 брата, вот я участвовал, среднего. Там косари, потом доярки. Но мне везет с девушками. Доярки я там бригадир был. Короче говоря, и другие танцы, конечно. Прекрасный педагог, прекрасный он человек, очень знающий и учил нас по-настоящему к искусству танца башкирского. Сейчас прошло, конечно же, очень много времени. Сейчас можно сказать, что и Народное отделение хореографического колледжа готовит уже своих выпускников в коллектив. Как часто вы приходите? Есть ли у вас такая возможность приходить на концерты ансамбля имени Файзи Гаскарова? И все-таки для каждого из вас
какая хореографическая композиция, какой танец остался самым любимым? Вы знаете, ну, приглашать, конечно, нас приглашают, нас не забывают ветеранов. Это очень приятно. Вот когда мы общаемся, многие говорят вообще, а вот ансамбль, он никогда не забывает своих ветеранов, он приглашает. Да, руководство слушает нас, делает выводы. Ну, понимаете, сейчас же я и не могу их осуждать. У нас было совершенно другое время, другая эпоха. Почему Файзят Гамыч? Ведь, понимаете, ведь в то время тоже не было массового исполнения танца в Башкирии. Но ведь Файзят Гамыч в 20 веке это сумел создать. А 21 век – это уже совершенно другой век, понимаете? И молодежь совершенно другая. Тем более они кончили все хореографическое училище. У нас в основном самодеятельности или переходили из балета. Вот. А это, сейчас совершенно другой. И там есть народная хореография. И поэтому у них свое видение, у руководства молодого. И это, мы их не осуждаем. Но мы требуем, чтобы вот именно гаскаровские танцы были так идеально танцевали, как это было создано при Гаскарове. Это мы делаем замечания, и что удивительно, они это слушают. И стараются, и когда нас приглашают на концерт, и очень довольны, когда мы им не делаем замечания, а именно хвалим. Это очень хорошая черта у нас, понимаете, взаимопонимание. И это очень нам нравится. Для каждого из вас ваш любимый танец, ваш любимый номер, который вот, ну, в любом случае можно было бы и сейчас, все равно, наверное, самая любимая композиция хореографическая у каждого своя. Мне Да. Это мое «Свет девушек». Вы знаете, еще я хочу вам напомнить. Вот был юбилей Гаскарова, столетия в Нефтянике, в дворце Нефтяники. И выходим, это уже домой идем, и вдруг на улице молодежь друг к другу идут, и 7 девушек там пытаются танцевать. И вот я начала рассказывать, а среди них оказалась француженка. Вы понимаете, она здесь училась, она здесь живет, ну, какое-то время. И она была в восторге именно от 7 девушек. И меня, конечно, я все танцы люблю, понимаете. Но 7 девушек для меня это самое дорогое. И апипа, танец апипа. Вот, поэтому я, конечно, очень... А еще мы хотим вам сказать, что Файзят Гамыч нам самые последние его танцы, это его постановки нам. И что удивительно, он это сделал нам подарок. Когда стоял вопрос финансово оплатить его, он говорит: я вам дарю. И это уникальными танцами мы проездили несколько стран уже как с эстрадами Российской Федерации, со всеми. Вот так вот мы это... И когда мы были в Чехословакии, мы думали, это танец «Жизнь опять», Урал-Казе. И вот талант, это горный орел. Это уникальный танец, горный орел. Вот. А когда мы ездили, читал наш ведущий по стране и по республике, ведущий читал стихи Мустай Карима. Не русский я, но россиянин. И вот и про Башкирию там. И тут выходит горный орел. Это было на ура всегда. И всегда благодарили, что именно мы преподносим Башкирию. И
везде, во всех странах знали только о нас, как Башкирия. И они говорили, вот это башкирки, вот это башкиры, какие они все красивые башкирки. А мы были очень гордые и радостные. И действительно было уникальное. И вот мы, конечно, еще благодарны, что Фазиль Гагарович последний танец, потом он уже, к сожалению, из-за диабета ослеп и не смог что-то делать постановки. И вот она посчастливилась. И мы благодарны на всю жизнь ему. Конечно. Фазиль Гагарович мне, конечно, он ставил танцы «Горного орла». И Раказе он на ведре узлял делает, а я танцую. И это уникальный танец. Вообще все страны просто удивлялись. И вот там он меня поставил на ведро. И я на ведре танцевала. И сейчас вся Башкирия тоже на ведре танцует. Это же уникально. Ну, нам постановку делают, что это этот самый... Языки. Да, вот, Зизнакель. Это вот, поэма, вот это целая поэма. картина, понимаете? И вот когда мы были в Чехословакии, мы думали, что вообще это Запад не поймет это. Так нас на ура принимали. Да. И когда мы приехали в Москву, в Министерство культуры, покажите, пожалуйста, что это вы там фурор навели. И мы Министерству культуры показали свои эти номера. И они говорят, все, вы теперь будете ездить с нами. Ну, к сожалению, мы уже ушли на пенсию, и поездили немножко, а потом уже на пенсию ушли, и пришлось... Фазиль Гагарович меня подарил танец «Горного орла». Я, конечно, был очень рад танцевать сольный танец. И я оправдал его доверие. Это был очень интересный танец, хороший. Я сам радовался от души вообще. Ну, Фазиль Гагарович Гаскаров – это великий человек. 21 октября, в день рождения выдающегося башкирского балетмейстера, хореографа Файзи Гаскарова, в эфире телеканала «Башкортостан-24» концерт прославленного Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.